Пакизе Абхаирова показывает фото своего отца 30-х годов. Здесь выпускники Крымского медицинского института. Вот это вот мой отец Абхаиров Сейдали. 31-36 год. Сейдали Абхаиров из первого выпуска врачей Крымского медицинского института. До войны работал терапевтом в сельских больницах ныне Бахчисарайского района. В 1939 году был призван в ряды действующей Красной армии. Во время войны возглавлял медицинский взвод в различных воинских частях. В 1942 году с сослуживцами в Ростовской области попал в плен, но и там продолжал лечить военнопленных. В 1945 году они были освобождены. Когда их освободили, им предложили: вы можете ехать в любую страну на свое усмотрение. Но они были настолько патриотично настроены, что он снова вернулся в Крым. Он не предполагал, что он пока был в плену, пока он воевал за свою землю, его семья, его народ были депортированы. Среди крымских татар-выпускников мединститута немало участников Великой Отечественной войны. Многие уходили в партизаны. Вот и Хатыджет Чапчакчи в годы войны помогала подпольщикам с лекарствами. И важная информация о войсках вермахта. Осенью 43-го ее зверски убили. «Дорога длиной в жизнь» – это программа «Реквием», посвящена 75-й годовщине депортации крымских татар. Организаторы – 4 студента медицинской академии. Акцию проводят в 3-й раз. Показать несчастные судьбы тысяч людей. Также здесь представлены вещи, которые пережили эту депортацию, оригинальные. И фотографии людей, которые также обвинились предателями Родины и были депортированы в Узбекистан. Это дети, женщины, старики. Особое место в экспозиции занимает карта Крыма с историческими названиями городов и сел на крымско-татарском языке. На протяжении всей истории пытались все-таки поменять название крымско-татарских населенных пунктов. И тем, что наша медицинская академия славится тем, что большое количество иностранных студентов. Поэтому я считаю, что хоть таким образом весь мир увидит частичку нашей трагедии. У нас предки тоже были депортированы в 1944 году, но в чеченский в Казахстан. Ну, я чувствую эту боль вашу, также чувствую все ваши трагедии. В течение дня в главном корпусе медакадемии желающие могут узнать подробности о черной странице истории коренного народа, послушать стихи и песни о событиях 18 мая и возвращении на родину. Сегодня всем преподавателям и студентам вуза раздают вот такие вот ленты в знак солидарности с трагедией крымско-татарского народа. Традиция зародилась еще в 2015 году. Сегодня ее поддержали многие крымчане. На голубой ткани цвета флага крымских татар траурная черная лента, как напоминание о страшных событиях в истории народа. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.